Здравствуйте, в эфире новости Татарстана, в студии Алия Хайрудинова и о главном к этому часу. Улицы Казани ушли под воду, районы накрыл град, а в поляне вышла уборочная техника. Страшно его, никогда не видели, даже старушки говорили. Какую погоду ждать татарстанцам, расскажет Вероника Гайнудинова. Обеспечение безопасности на дорогах Казани. И водителям удобно, и пешеходам. Подошел, нажал, подождал и пошел. Где появятся новые светофоры, дополнительное освещение и зебры с проекцией в нашем материале. Проблемы нашего двора. Чуть-чуть раньше должны были начать это делать или нет? Нет, раньше как? Почему ряд районов отстает под сроком работ в рамках программы «Наш двор», выяснял Рамиль Шайдуллин. Опасное метеорологическое явление зарегистрировали синоптики в Казани. Сильный дождь до 49 миллиметров выпал в Приволжском районе. Это 80% от месячной нормы всего за несколько часов. Чуть меньше в остальных. Такого напора воды город не испытывал 13 лет, но выдержал. В районах республики ситуация не лучше. В Кукмаре потоки воды снесли заборы и опоры. В Арске и Сабах выпал град. В Лаишево молния попала в дом. Аномально жаркая погода поменялась на аномально холодную, говорят ученые. Что стало причиной обильного ливня и вернется ли в Татарстан лето, в репортаже Вероники Гайнудиновой. Страшно его, никогда не видели, даже старушки говорили. В селе Новый Сардек Кукмарского района такого ливня не припомнят даже старожилы. Дождь шел буквально час. Этого хватило, чтобы бурные потоки повалили заборы и даже кирпичные опоры. Местами высота воды достигала метра. Сегодня по этому мосту можно проехать, а вот кадры сняты накануне. Вода бурлящим потоком неслась по улицам деревни. Сначала прорвало дамбу пожарного водоема, потом затопило участки и даже дворовые постройки. Полностью промокли рулоны сена, пришлось спасать скот. Пришлось я вес вытаскивать. И, что смог там, какое добро есть. Все, что смог, все вытащил. Где-то через час-полтора успокоилось все. Все пройдет, ждали, не прошла. Вот все наполнено. Страшно было даже смотреть. И гроза, и град, все вместе. Весь подвал и вода, везде вода. В Казани сильный ливень с грозой шел ночью и утром. Улицы ушли под воду, затопило подземные пешеходные переходы. Автомобили где-то встали в большую пробку, где-то поплыли. Сильнее всего затопило участки дорог на проспекте Победы и Амирхана. Аварийные бригады работали всю ночь. В Лаишевском районе в выходные гроза была такой силы, что молния попала в частный дом. Пламя охватило крышу и второй этаж. В доме в этот момент находились люди. Они не пострадали. Эти кадры нам прислали из Арска. Жители шутят, к ним пришла зима. Вот крупный град повалил ботву картофеля. Такие осадки накрыли Сабинский, Мамадышский, Тукаевский районы. Из-за непогоды сегодня по всей республике приостановили уборку урожая. Техника не может выйти в поле. В Минсельхозе рассказали, есть районы, где на полях полегли колосья. У некоторых по 20-30 гектаров. Конечно, эта погода, она приостановила уборку. Вы же видите, территориально где-то там половина месячной нормы осадков выпало. Конечно, в поле в такое время работать невозможно, но влагозапас продуктивный, да, то есть в почве она пополнила, да, то есть это повлияет на развитие у нас второго укоса многолетних трав, на налив зерновых культур, яровых зерновых, я имею в виду. За 20 дней июля выпало всего 3 миллиметра осадков при месячной норме 58. За ночь прошел дождь буквально за весь месяц. Его принес атлантический циклон. Метеорологи говорят, больше было только в 2011-м, когда за сутки выпало 68 миллиметров. Интенсивные осадки, ливневые осадки, они с изменением климата имеют свойство учащаться. Как мы часто называем это кластеризацией осадков. Дело в том, что на смену 10 умеренным дождичкам в новом климате приходит один мощный ливень, который может дать половину или полную месячную норму осадков. Такая прохладная погода с кратковременными дождями продержится всю неделю. Для июля это аномально холодно. Практически до конца этой недели мы будем находиться под влиянием тыловой части циклонов.
под влиянием северо-восточных воздушных потоков в довольно прохладном воздухе. Ночные температуры ожидаются от 9 до 15 градусов, дневные температуры в ближайшие сутки от 19 до 24 градусов. По прогнозам метеорологов, август будет в пределах нормы, в среднем 18 градусов, но жара еще может вернуться. Так июль уже 5-й год подряд становится аномально жарким. Вероника Гайнудинова, Адель Мендубаев, Данил Филатов, Казань, Кукмарский район. Сразу 2 смертельные аварии с участием несовершеннолетних произошли в Татарстане. Первый случай в Набережных Челнах. На проспекте Чулман под колеса фургона попал подросток. Девочке было 14 лет. Она ехала на велосипеде и не спешилась на пешеходном переходе. К моменту приезда скорой девочка была жива, но скончалась на руках медиков. В Казани на улице Гвардейской грузовик насмерть сбил подростка на самокате. Он пересекал проезжую часть на зеленый свет, но тоже не стал спешиваться. И это основная причина наездов на детей, сообщает госавтоинспекция. К 1 сентября в Казани должны завершить работы на опасных участках дорог. К этому времени в разы возрастет трафик и начнется школьная пора. Сейчас по городу ликвидируют 71 аварийную точку, где чаще всего случаются ДТП, сбивают пешеходов и на небезопасность которых жалуются казанцы. За полгода в столице произошло 553 серьезных аварий. В них погибли 16 человек. Где появятся новые светофоры, дополнительное освещение и зебры с проекцией, в нашем репортаже. Разные водители есть, и разные пешеходы есть. Иногда и мы не смотрим, и мы вот сами виноваты. И водители тоже иногда невнимательны. Это перекресток улицы Магистральная и Тыныш в Советском районе. Перейти по пешеходному переходу — настоящий квест, говорит Гульфия Гиниатуллина, мама 3 детей. Дело в том, что именно отсюда срезают дорогу к Мамадышскому тракту водители. Не все пропускают пешеходов. Скоро на перекрестке появится светофор. Здесь не страшно, потому что светофора нет. Получается, мы должны смотреть и сюда. И еще бывает иногда, даже если даже вот в эту сторону нельзя ездить, машины бывают оттуда даже выезжают. Это лишь один из 71 участка, где чаще всего случаются аварии, в том числе и со смертельным исходом. В этом списке также Оренбургский и Сибирский тракты, Чистопольская, проспекты Победы и Ямашева. На последнем только за июль произошло 5 страшных ДТП. Это невнимательность водителей, скорость у водителей тоже правил не соблюдают. Потом пешеходы тоже, когда переходят пешеходные переходы, они очень невнимательны. За полгода в Казани произошло 553 ДТП, погибли 16 человек, 662 пострадали. Как отметили в мэрии, аварийность снижается, но работу по повышению безопасности на дорогах надо продолжать. Наша с вами задача не только ликвидация мест концентрации ДТП, но и недопущение появления новых мест. Вот сегодня, к сожалению, тоже ДТП на Танковом овраге. Я прошу обратить внимание всех дорожников на ливневке, опять же, да, там, где если что-то размыло, сразу же наводить порядок и приводить все в соответствие. Рустем Гафаров привел в пример утреннюю аварию. Сегодня на Комарова из-за ямы на дороге автобус потерял управление, врезался в столб и получил серьезные повреждения. Для ликвидации аварийных участков в Казани из республиканского бюджета выделили 150 миллионов рублей. Установят более 400 дорожных знаков, 920 метров ограждений, 90 светильников и поменяют 8 тысяч квадратных метров асфальта. Как показывает статистика ГИБДД, при реализации данных проектов уменьшается, то есть вообще на этих пешеходных переходах дорожно-транспортных происшествий с наездом пешеходов не происходило. Как сообщили в мэрии, работы на этих объектах требуют длительного согласования. Однако, несмотря на это, их нужно сдать до конца лета. С 1 сентября начнется учебный год, и на дорогах появятся маленькие пешеходы. Алия Хайрудинова, Искандар Гемалдинов, Адель Мендубаев, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Сегодня из республиканской инфекционной больницы выписали последнюю пациентку, поступившую с диагнозом ботулизм. Здесь она провела 35 дней. Напомним, сотни россиян, в том числе и татарстанцы, заразились ботулизмом после того, как съели салат лобио производителя Local Kitchen в начале июня. В нашей республике пострадали 20 человек. В продукте Роспотребнадзор обнаружил самый опасный ботулотоксин типа А, ставший причиной массового отравления.
Заминка с наймом спецтехники, перекидывание рабочих бригад с одного двора на другой, поздний выход подрядчика на объекты. По этим причинам в ряде районов Татарстана реализация программы «Наш двор» не укладывается в график. Такие данные по итогам 2 недель привели в субботу на республиканском совещании. Сегодня наш корреспондент Рамиль Шайдуллин заглянул в некоторые казанские дворы и связался с районами, чтобы выяснить причины задержки работ. Двор по улице Назарбаева – один из тех, которые в этом году было решено превратить в первоклассное общественное пространство. Помочь в этом должна была программа «Наш двор», в рамках которой и составлялся проект, и выделялись финансы, которые пока, извините за сравнение, успели только зарыть в землю и закатать в асфальт. Работы, по словам подрядчиков, здесь стартовали на месяц позже, чем планировали. Причина якобы в бездействии управляющей компании. Как говорят строители, целых 4 недели во дворе лежали спиленные деревья и мешали началу работ. Чуть раньше должны были начать это делать или нет? Нет, раньше как. Не получалось все по срокам, да? Да. Строители считают, что успевают, но до какого срока не знают даже жители. Во дворе не видно паспорта объекта. Местные наблюдают за изменениями из окна и по пути на работу. Здесь были и карусели, и горки, было очень много зелени, скажем так. Сейчас, как видите, у нас плац, на котором мы будем бегать. Всего 2 недели назад стартовали работы во дворе на улице Гагарина. Здесь между 67-м и 69-м домами рабочие только снимают старый асфальт, хотя в прошлом году к этому времени некоторые дворы уже сдавали. Здесь же, заверяют, завершат через 2 недели. Общее выполнение по дорожным работам составляет 64%, ниже на 12% по сравнению с планом текущего года реализации программы. О том, что работы по программе отстают от графика, говорили на совещании в Доме правительства в субботу. Я правильно понял, что мы по установке оборудования отстаем не только от плана 2024 года, но и от факта 2023? Да. С чем связано? То есть все время были доклады, что мы впереди идем, опережаем и так далее. То есть системный сбой какой-то, нет? У нас отставание, Алексей Валерьевич, наблюдается последние 1,5 месяца по всем видам работ. В первую очередь дорожные работы отстают, после них свет, а установка оборудования идет ровно следом после готовности дорожных работ. Среди отстающих по показателям последних 2 недель по дорожным работам Сармановский и Тетюшский районы. Как объясняют в Сарманово, им выделили почти 200 миллионов рублей. Причина отставания – ненастная погода. К сожалению, в последнее время погода нас не балует, постоянно дожди. И из-за этого второй слой асфальта у нас еще не проложено. И только из-за этого за последние 2 недели у нас динамика не очень большая. Надеюсь, в ближайшее время мы отставание догоним и завершим программу. А вот в Тетюшах сетуют на нехватку техники. Основные работы по установке освещения, планировочные все работы, все выполнены. Единственная проблема в задержке поставки асфальта, так как у подрядной организации вся асфальтоукладочная техника, она арендуемая. И у них составлен свой график. На этой неделе, по словам того же подрядчика, все дорожные работы будут закончены. В Институте развития городов напоминают, времени все меньше. Подрядчиков просят не затягивать процесс. На текущий момент систематического отставания при реализации программы «Наш двор» нет, но будем продолжать следить за реализацией программы. По тем районам, которые завершат работы позже 1 сентября, будет принимать решение руководство республики. Пока строители наверстывают упущенное, кураторы напоминают, по плановым показателям дорожные работы должны быть выполнены на 76%, пока только 64%. Рамиль Шайдуллин, Дмитрий Дубаев, ТНВ, Сармановский район, Казань. Я в рабочие пошел, пусть меня научат. Кому в Татарстане платят больше всего? В трендах на рынке труда в период исторически низкой безработицы разбиралась аналитическая служба интернет-газеты «Реальное время». В краткосрочный отпуск из зоны СВО в Казань вернулась молодая семья медиков. Полгода назад они заключили контракт с Министерством обороны. Муж и жена работают в госпитале в ДНР, оказывают помощь раненым, ассистируют на операциях, выезжают на передовую, эвакуируют оттуда бойцов. Вместе легче переносить сложности службы, говорят молодые специалисты. Какой сюрприз они подготовили родителям? Как часто встречаются с татарстанскими ребятами в зоне СВО, расскажет Алия Сабирова.
году семью врачей из зоны СВО Казань встречает дождливой погодой, а друзья – теплыми объятиями. Спустя полгода службы настал долгожданный отпуск. О своем приезде ребята родителям не сообщили. Это будет сюрпризом. Однако материнское сердце будто предчувствовало скорую встречу. Где-то часа 2 назад, наверное, мама мне написала, говорит, делаю треугольники, говорит, приезжайте, говорит. Я говорю, ставь чай, говорю, сейчас, скоро приедем, говорю, смену закончу, говорю, скоро приедем. Она говорит, в мечтах только, да. До службы он работал медбратом 7-й горбольницы Казани. Она в ДРКБ. Поженились в январе 23-го. Спустя год подписали контракт и добровольцами отправились в зону СВО. Год семьи решили провести вместе, помогая другим. В сложных условиях они поддерживают друг друга. То, что вот я рядом нахожусь, наверное, для него очень ценно, потому что, когда я прихожу к нему, он как-то успокаивается. И он говорит, все нормально, мы скоро поедем в отпуск, вот с мамой поговори вот это. То есть, типа, я рядом. Это быстрее приводило в чувство. Для него это вторая поездка в зону СВО. В 2022-м волонтером от молодой гвардии уже ездил на Донбасс. Сейчас оказывает первую медпомощь, эвакуирует раненых, помогает хирургам. Я лично участвовал на операции, ассистировал хирургу при ампутации нижней конечности. Было, как сказать вам, трудно, но мы справились. Отец девушки регулярно ездит на новые территории с гуманитарной миссией. По нашивкам с флагом республики узнают их и татарстанские бойцы. И вот такие моменты думаешь, что как-то на душе спокойно становится своих. Видишь, со своими разговариваешь. Когда слышали татарскую речь от медсестер, они такие, ой, говорит, это, говорит, так мило, так на душе, говорит, приятно, как будто, говорит, дома побывала. Большой такой показатель, то, что мы не только гуманитарную миссию, да, волонтерское движение в этом направлении работаем, но еще и наши ребята принимают вот для себя такое решение пойти служить. После краткосрочного отпуска ребята вернутся на передовую и продолжат выполнять свой долг. Алия Сабирова, Анвар Шарифуллин, ТНВ, Казань. До 1,5 миллиона рублей единовременно могут получить те, кто сейчас заключает контракт в Татарстане на военную службу. Сумма складывается из выплат от республики, Министерства обороны, городов и районов. Об условиях подписания документа мы подробно рассказали на нашем канале на большом телевизионном марафоне «Вступай в армию Победы» 15 июля. На повышенную выплату могут рассчитывать не только татарстанцы, но и жители других регионов, иностранные граждане. Подписать контракт можно в любом городе или районе республики. В ходе прямого эфира совет тем, кто собирается идти по контракту, дал участник СВО Андрей Сарбаев. Один главный совет – определиться для себя всего лишь в 2 вопросах. Первый вопрос – что для вас является Родиной? Родина – это не только большая территория нашей Российской Федерации, нашего любимого Татарстана. Родина – это прежде всего ваша семья, ваши родные, близкие, память ваших предков. Это будущее ваших детей, внуков. Это то, что мы должны защищать. В Татарстан приехала сборная Луганской Народной Республики по пулевой стрельбе. В команде 7 спортсменов. У них начались тренировочные сборы на базе в Мирном. Стрелки ЛНР примут участие во всероссийском первенстве среди юношей и девушек до 21 года. Соревнования стартуют 25 июля в Казани. Участники покажут свое мастерство в стрельбе из пневматических винтовок и пистолетов. Как отметили, команда ЛНР уже 10 лет не выезжала на соревнования. Все эти годы коллектив поддерживали силами энтузиастов. Сейчас им будет помогать Татарстан. Также наша республика восстанавливает спортивную школу в подшефном Лисичанске. Конечно, хочется выразить огромную благодарность. Спасибо за то, что нас пригласили на такие замечательные соревнования в прекрасный город Казань. Ну и самое главное, что дали возможность потренироваться на учебно-тренировочный сбор. Наши дети в тренировочных мероприятиях еще ни разу не принимали участие. В Казани на этой неделе впервые пройдет премия священного Корана стран БРИКС+. Это международный конкурс на лучшее прочтение текстов из священной книги. В столице Татарстана соберутся участники из 22 государств – стран БРИКС, арабо-мусульманского мира, Африки и СНГ. Оценит их жюри из России, Арабских Эмиратов, Египта, Бангладеша и Ирана. Премия пройдет в номинации «Тилява. Красивое и искусное чтение Корана». Участники, занявшие первые 3 места, получат по 3, 5 и 7 тысяч долларов соответственно. Россию представит Ясир Дадарбеков из Саратова. Среди конкурсантов были и татарстанцы, но не прошли отбор.
Недавно, мы знаем, в Казани прошли спортивные мероприятия. Мы же, являясь такими народными дипломатами, духовной дипломатией занимаясь, хотим показать именно то, что нас также, представителей мусульманства, объединяет со странами БРИКС. Начиная первый конкурс здесь, в России, в Казани, дальше хотим продолжать, чтобы в разных странах БРИКС этот конкурс, та страна, которая будет председательствовать, продолжала эту добрую традицию. Православные по всему миру отметили день явления Казанской иконы Божией Матери, одной из самых почитаемых верующими. Ровно 445 лет назад она была обретена на территории Богородицкого мужского монастыря в Казани. Считается, что икона не раз спасала Россию от бед. По случаю праздника верующие прошли крестным ходом по центру города. Участие приняли несколько тысяч человек со всей страны и даже из-за границы. Репортаж Алены Струминской. У Благовещенского собора Кремля паломники со всей страны. 21 июля у православных день явления Казанской иконы Божией Матери, чья история неразрывно связана с нашим городом. В шествии принимают участие тысячи людей, и это несмотря на погоду. Верующие идут под проливным дождем. У Богородицы они просят семейного счастья и благополучия, исцеления болезней и мира. Для каждого это особенный праздник. Мы впервые приехали. Для нас это такое благодатное время. И, в общем, чтобы детей тоже приурочить к такому важному событию. И дождь нам не мешает. Паломники идут с зонтами и в дождевиках. Во главе крестного хода митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Его сопровождает 20 архипастырей Русской Церкви из Читы, Ставрополя и Волгограда. Участвует священник из Новой Зеландии. Паломники тоже приехали из разных регионов. Мы почитаем Казанскую икону Божией Матери. У нас есть еще младшие дочки, которые родились в Казани. И вчера мы до ночи читали с ними историю, как девочка Матрона, практически их ровесница, нашла икону. Очень большое имеет значение, потому что Матерь Божия нас везде покрывает, нам помогает. Маршрут крестного хода неизменен. От Благовещенского собора вниз вдоль Кремля, далее Батурина, Карла Маркса и до Большой Красной. Здесь, в соборе Казанской иконы Божией Матери, ровно в 9 утра начинается праздничная служба. Желающих попасть так много, что храм всех не вмещает. Люди следят за трансляцией на большом экране. Богослужение проводят патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Вениамин и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. В соборе звучат молитвы и молебные пения. Люди знают не только о иконе, но и знают о нашем городе. И каждый хочет приехать и убедиться лично, насколько здесь тепло и душевно живется под покровом Пресвятой Богородицы. От явления этой иконы очень многое произошло чудес и добрых дел. Праздничные службы прошли практически во всех храмах Татарстана. В этом году верующие отметили 445-летие явления чудотворного казанского образа и 3-ю годовщину воссоздания Казанского собора. Алена Струминская, Альбина Минаева, ТНВ, Казань. Многодетную семью из Татарстана признали самой музыкальной в России. Поповы из Зеленодольска стали победителями конкурса «Вместе. Музыкальная семья года». Он прошел в Москве по инициативе народного артиста России Олега Газманова. Участвовали 300 семей из регионов. В финал прошли 7, причем 2 из них из Татарстана. К Поповым сегодня отправилась Инзиля Хусаинова и попала на настоящую репетицию. Ноты, аккорды, мелодии, не жизнь, а песня. Это про Антона и Кристину Поповых. Он руководит музыкальной школой, супруга педагог по вокалу. Оба заслуженные работники культуры, воспитывают 4 детей. Находишь определенные подходы к каждому ребенку и стараешься его все-таки сделать хорошим исполнителем. То есть педагогическая функция — это у нас еще от бабушек. Если мы как раз в ролике говорим о том, что педагогический стаж общий, да, бабушки, дедушки более 200 лет. Поэтому мы продолжаем, такая династия педагогов. Старший учится в Московском институте культуры, играет на саксофоне, дочь на фортепиано, младшие занимаются танцами. Музыка, она у нас везде сопровождает нас. Дома, конечно, все тоже поют, танцуют. Жизнь любит смелых у руля, и бедняка, и короля. 3
Принять участие во всероссийском конкурсе решили спонтанно. Кристина отправила готовый семейный клип, и через 2 недели узнали, они в финале. Из 300 семей жюри во главе с Олегом Газмановым выбрали 7 музыкальных номеров. Жюри просто хлопало весь номер. Вот Олег Газманов там снимал на телефон, такой ура, браво, браво, так. Счастье, да, где мечты, счастье — это цвет любви. Не просто вот красивый номер, а действительно искренний и душевный. И мне кажется, их именно вот эта простота наша и зацепила. Это огромная гордость. И мы очень рады, что теперь мы защищаем честь города и честь нашей республики уже на всероссийском уровне. В финале Поповы представляли республику в Москве. Они разделили первое место и 1 000 000 рублей с семьей Рыбачевых из Воронежа. Савенковы из Казани прошли финал и победили в народном голосовании. Инделя Хусаинова, Алмаз Зиеддинов, ТНВ, Казань. Летний лагерь, как у бабушки в деревне. Уникальная смена Эйде прошла в селе Беркет-Ключ Черемшанского района. Здесь отдохнули 60 ребят со всех районов республики. Это мальчики и девочки, которые приехали в деревню на каникулы. Для них организовали ежедневную творческую программу с мастер-классами, дискотекой и даже пенной вечеринкой. Смена бесплатная. 1 день из жизни лагеря в деревне в репортаже Адели Закировой. Лето – любимое время года Алины Абраровой. Его она проводит в деревне Беркет-Ключ. В этом году здесь открылся необычный лагерь Эйде. Я хожу сюда со своими сестренками. Их зовут Зарина и Ралина. Нам очень нравится. Очень много мероприятий. Девочки, давайте отрепетируем. Лагерь работает в сельском ДК. Приехали 60 ребят. Их день буквально расписан по минутам. С утра зарядка, линейка и сразу квесты и мастер-классы. Смена творческая, поэтому каждый отряд готовит концертный номер. Я сюда приехала и познакомилась с моими подружками. Мы сейчас придумываем всякие танцы. За досуг ребят отвечают вожатые. Не у всех есть возможность куда-то свозить детей, поэтому у нас вот одна цель – их объединить и вместе с ними отдохнуть. Не только с детьми, но и с ними родителями, и с бабушками, и дедушками. Новшеством этого года в лагере стало открытие вот этого шатра. Внутри любимое место всех детей, поэтому не мудрено, что здесь собралась целая очередь. Это бассейн, и каждый день здесь проводятся занятия по акваэробике. Беркет-Ключ – одно из крупнейших сел Черемшанского района. Здесь живут более 600 человек, и есть средняя школа. Смену профинансировали спонсоры, уроженцы деревни. Поддержку оказали общественная организация «Татарстан. Новый век» и администрация района. Среди 60 детей очень частый вопрос нам задают соседние села, есть ли у нас в деревне столько детей. В деревне столько детей, наверное, может и нет, но здесь есть все ребята, которые приезжают еще летом отдыхать к бабушкам, дедушкам с городов. Вот Альметьевск, Набережные Челны. Новым форматом отдыха в деревне заинтересовались и власти других регионов. Много интересного увидели. Реально дети здесь ни минуты, ни свободного времени нет. Они заинтересованы, они заняты, чем только не заняты. Но в основном творческое направление, встречи с интересными людьми очень много организовано. С 20 сентября планируют открыть творческую смену для пенсионеров. Аделя Закирова, Ира Хабибуллин, ТНВ, Черемшанский район. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Амирханом Калимуллиным. До встречи. Здравствуйте! В студии Амирхан Калимуллин. В ближайшие сутки Татарстан будет находиться в неустойчивой воздушной массе под влиянием атмосферных фронтов. Сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Кукмаре, Зеленодольской и Высокой горе облачно, местами с прояснениями, в отдельных районах дожди. Температура днем плюс 22-23, ночью плюс 13-14 градусов. В Буинске, Дрожжевном и Тетюшах переменная облачность, без осадков. Температура днем 20-22, ночью 11-16 градусов тепла. В Аксубаево, Мамадыше и Нурлатах будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. Температура днем плюс 20-22, ночью 11-14 градусов тепла. В Набережных Челнах, Мензелинске и Менделеевске переменная облачность, здесь тоже местами дожди. Температура днем 21-22, ночью 11-13 тепла. В Альметьевске, Бавлах и Лениногорске дождливо и пасмурно, температура днем 18-20 градусов, ночью 11-12 градусов выше нуля.
В туристических городах республики осадки пройдут лишь местами. В Свияжске температура днем 22, ночью 14 градусов тепла. Будет переменная облачность без осадков. Болгров днем 21, ночью около 15 градусов выше нуля. Будет облачно с прояснениями, дождей не прогнозируют. В Елабуге температура плюс 22 градуса днем, 12 градусов тепла ночью. Пройдут дожди. Переменную облачность обещают и в Казани. Температура днем составит 22 градуса тепла, ночью 16. Атмосферное давление 753 мм ртутного столба. Ветер северо-восточный более 4 метров в секунду. Влажность 39%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Я с вами прощаюсь. Удачной всем недели.